страны. При этом в Конституции Азербайджана отражено право пользоваться родными языками. Во втором пункте статьи 45 говорится, что каждый обладает правом получать воспитание в населенных пунктах лезгинских, преподавание или... То, что касается статистики роста нашего населения, здесь мы тоже можем наблюдать очень печальную картину. Потому что за последние 10 лет, согласно на 2000 человек, численность аварского населения практически не изменилась за последние 10 лет. При этом численность азербайджанского населения, в числе и представителей национальных организаций. Что же происходит? Или лезгинские и аварские матери перестали направлены на снижение роли национальных меньшинств в жизни страны. И в качестве политзаключенных уже признаны европейскими правозащитными структурами. Беженцами из Армении, из Нагорного Карабаха, а также беженцами, турками, бескихинцами из Средней Азии. Фактически ареал традиционный, то она фактически стала основным препятствием на пути свободного общения разделенных частей наших народов. Целые семьи общения своих родственников на свадьбы, на похороны затруднены экономические, культурные и иные хозяйственные. Поднимать вопрос о том, что фактически со стороны азербайджанских властей идет планомерная дискриминация позиции представителей лезгинской и аварской национальности, если они продолжают публично утверждать о своем аварском, лезгинское и аварское население Азербайджана лишено. Поэтому, когда Федеральная лезгинская национальная культурная автономия озвучивает, требуем чего-то нереализуемого, мы лишь требуем соблюдения паритета, предоставления прав и свобод человека, на который сегодня ориентируется официальный Баку. Отдельно стоит упомянуть о границе между Республикой Азербайджан и между Российской Федерацией. Мы вынуждены констатировать, что этот договор не подписывался в течение 8 лет. Тем не менее, в период президентства Дмитрия Медведева данный договор был подписан, и фактически граница по Самуру была в российских анклавах, в которых проживали российские граждане, лезгинской национальности, Храхова и Уянова, были фактически переданы азербайджанской стороне, общественники. Судьбой наших земляков, граждан России, распорядились как крепостные христиане, именно российское гражданство, фактически выдавливают из своих домов, заставляют за бесценок продавать свое жилье, оставлять нажитое годами имущество. Писала о том, что никогда не позволит подвергать подобным унижениям хотя бы одного своего гражданина за пределами своих границ. И мы знаем, что европейские страны могут подвергаться преследованию за нашу территорию. К сожалению, наши чиновники пока не научились так же высоко ценить. Сегодня мы вынуждены говорить и о дискриминации лезгинского и аварского населения по религиозным признакам. Мы знаем, что большинство населения Республики Азербайджан является... Более подробно об этих проблемах расскажет наш эксперт Руслан Вереев, но я бы очень хотел остановиться на еще одном случае. Это случай лезгинского народа Лезгин-Мечеть, которая находится в историческом центре Баку и Шеришева. Данный памятник 12 лет тогда закругляться, позвольте мне еще в течение 5 минут подвести интересные политические коллизии в пример. Я бы очень хотел предостеречь наших коллег-журналистов от того, чтобы расценивать данное сегодняшнее собрание как собрание лезгинских и аварских сепаратистов, которые впоследствии жители лезгинских и аварских районов Азербайджана начнут требовать более широких автономий. И тем не менее депутаты азербайджанского парламента, Меджлиса, периодически Азербайджана. На этом фоне говорить о том, что требования лезгинской общественности о расширении национальной культурной автономии в пределах Республики Азербайджан для наших практически населению данного анклава итальянскими властями были предоставлены самые широкие полномочия, в том числе баллотироваться в парламент, иметь свои национальные СМИ, говорить на своем родном языке. Наша боль за то, что происходит на территории Республики Азербайджан, за то,
ситуация как бы значительно различается. Анализируя сложившуюся ситуацию, отметим, что у аварского народа даны разные оценки численности. Вот самая маленькая – это данные переписи. По меньшей мере 400 тысяч человек, по минимальным оценкам, оценивается численность лезгин в Азербайджане. Вот самая высокая численность – это в докладе Министерства юстиции США за 1993 год. Азербайджан, статус армян, русских, евреев и других меньшинств. 800 тысяч было в 93 миллиона, на самом деле не проживает, тогда получается 6,5 миллионов, и где-то 500 тысяч лезгин точно должно быть в Азербайджане. Следует сказать, что вот еще в 1926 году, когда состоялось пойти к нему, это тюрки, которые назвали родным языком кюринский. Понимаете, что наиболее большие фальсификации были Кубинский уезд, Дайра, Хазра. Вот там проживало 21 тысяча. Вы должны мне платить деньги со своим лохамом места. Почему одного не было вака? Почему нет их никого? Только... Суммируя, да, все, что было сказано на конференции, с какой позиции выступили как федеральная культурная азербайджанцев, что вы сказали, как можете итог подвести всего вышесказанного? Ну, вы знаете, что, понятно, мероприятие это не первый раз проводится здесь, понятно, кто это финансирует, понятно, для чего это делается, потому что если мы хотим решить проблему лезгинского народа, там, живущего в Азербайджане, или там аварских других народов, нужно иметь конкретные проблемы сказать и предложения, как решить эту проблему, а не то, что там создавать, типа, все плохо там, все азербайджанизм и так далее, и так далее. Потому что люди много или сознательно идут на это, или не понимают, что пишет, говорит, что типа всех пишет азербайджанцев. Когда нет азербайджанский паспорт национальности, как в русский. В России есть паспорт, просто человек, фамилия, имя, отчество. А национальность она пишет свидетельство о рождении там, да? А свидетельство о рождении никто не пишет его азербайджанцам. Как родители хотят, так пишут. Родители могут его писать, не знаю, скифом или чем-то там. Поэтому здесь видно, что это мероприятие устроено так, чтобы очернить азербайджанскую власть Азербайджан и создавать проблемы между Азербайджаном, Россией, Россией и Азербайджаном. Поэтому мое выступление было так, что, друзья, если вы говорите о тех проблемах, вы дайте конкретно, какие проблемы. Когда выходит Руслан Вячеславович, говорит, что в Азербайджане кадровского вопроса нет лезгинов, когда основные лезгины занимают Министерство обороны, МВД, там так далее. А что это? Не кадровый вопрос? Или там депутаты лезгины, это не кадровый вопрос. Я понимаю, если их кроме Чабанам больше ничего не дали в должность, тогда другой разговор. Поэтому я считаю, что это чисто некоторые выступления, которые там были провокационные, поэтому я как бы немножко жестко ответил им. То есть показал их место, что не обманывайте в первую очередь свой народ, не толкайте свой народ к кровопролитию. Это нехорошо. Вы сказали, что понятно, кем это финансируется, кем это финансируется, кому это Я вижу, такие мероприятия? я говорю, это ушки торчат за пределом России, кто финансирует. Это для того, чтобы создать проблему Азербайджана, потому что экономическое развитие Азербайджана сегодня не нравится многим. Международный политический успех Азербайджана не нравится многим. И второй, то, что с 2000 года между Азербайджаном и Россией укрепился стратегический партнерство, не нравится многим. Поэтому они нашли какой вариант? Они нашли самый лучший вариант, дагестанский вариант. Но я считаю, что Дагестан очень умные, мудрые люди, и среди лезгинов, лаки, аварцев, других, они не позволят, чтобы их поссорили с Азербайджаном и с азербайджанцем. Здесь обвинили российские власти в том, что вот при Медведеве был подписан договор об границе. Ну, это... Да нет, это неправда. Это неправда. Во-первых, Медведев что подписал? Медведев что-то подарил Азербайджану? Что? Нет. Есть граница, которая была поделена в 22 году и 30 году между Азербайджаном, Российским РСФСРом. После развала страны надо было делать делимитацию. Называется это подтверждение этой границы. Это не делить, а давать кому чего-то. Вот были сделаны вот эта делимитация. Где по делимитации оказалось, что поселок оказался
на территорию, азербайджанский поселок оказался на территории России, один село азербайджанское оказался на территории, то есть России, Дагестана. Вот так. Они просто укрепили эту границу, подтвердили все. Это нормально. Вот сегодня, например, есть проблема между Азербайджаном. Грузия никак не могут подписать делимитацию. И Грузия знает прекрасно, это территория Азербайджана, Азербайджан знает прекрасно их территорию. Но единственное, грузинская власть не может это подписать, потому что вот это Давид Гореци, так называемый, находится на территории Азербайджана через дорогу там. Вот поэтому вот, и азербайджанская власть, и грузинская власть оказалась в таким сложном положении. Такой же делимитация была, например, между Россией и Украиной, если вы помните. Даже в Брянском, Белгороде, деревня, улица, или дом даже, дом Украины считался, а огород России считался. Ну, в конце концов, сели, подтвердили, сделали делимитацию, все. Это нормальное явление. Поэтому обвинить Медведева, хвалить Путина, это неправильно. Был бы Путин, Путин подписал бы. В тот момент был президентом Медведев, поэтому Медведев подписал. Никто, ни у кого границы не взял, ни у кого село не взял. Поделили. Кстати, вчера, неделю назад, посол России и посол Азербайджана еще раз заявили, МИД Азербайджана, МИД России заявили, что этот вопрос уже решен. Нет проблемы между Россией и Азербайджаном. Те граждане, которые были гражданские российские, некоторые отказали свое гражданство, приняли гражданство Азербайджана, остались там жить. Никто никого никуда не высел. Спасибо за внимание.